Если хочешь, чтоб время назад возвратилось, собери одноклассников, всех обзвони, и тогда ты увидишь, что чудо свершилось. Возвратятся из юности прошлые дни. Мы не заметим ни седых висков, ни тех морщин, что возле глаз сгустились, не то, что мелкий почерк без очков с годами различать мы разучились. Нас юность собрала из разных мест, дозвалась, дозвонилась, достучалась. Всего один звонок, и вот мы здесь, чтоб годы потекли опять сначала. По натоптанным тропинкам к родной школе спустя 45 лет в начале цветущего мая вновь пройдут уже повзрослевшие, слегка поседевшие, но по-прежнему самые шумные и веселые, в душе все те же мальчишки и девчонки. Сладостная дрожь от самых приятных воспоминаний школьной жизни пробирает каждого выпускника 1976 года. Среднетерешанская средняя школа тогда располагалась в нескольких зданиях по периметру двора. Самый дружный, самый активный, самый достойный выпускной класс стал и самым первым, что выпускался из стен новой школы, в строительстве которого участвовали лично. Каждый старался внести свой вклад, свой труд в строительство. Ведь так хотелось, чтобы скорее открылись двери просторной трехэтажной школы. Несмотря на то, что недолго, всего 6 месяцев им довелось здесь отучиться, она по праву считается для них родной и самой-самой любимой. 1 сентября 1966 года прозвенел для них первый школьный звонок. Лучшие учителя, профессионалы своего дела, приняли птенцов в уютное гнездышко. Первой учительницей, школьной мамой, стала для них необыкновенно добрая, любимая и самая бесценная Шафика Зарифовна Ибрагимова, которая еще до школы готовила детей к обучению, вела подготовительные занятия, на которые дети ходили с удовольствием. Директором школы тогда был Ренат Белалович Улюкаев. Шафика Зарифовна с 1 по 4 класс вела своих учеников за руку по тернистому пути начального образования. В каждого ученика вкладывала много сил, дала прочный фундамент знаний, воспитывала по-матерински заботливо. Одним из светлых воспоминаний тех лет, когда их, первоклассников, приняли в октябрята, а затем с великой гордостью в 3 классе повязали красные галстуки и стали пионерами. И известно, что детство длится недолго. Уже на пороге среднего звена в 5 классе их взяла под свое крыло Альбикова Рекибя Яхьевна, которая преподавала математику. С 6 по 8 класс руководителем была специалист высшего класса, преподаватель черчения и рисования Наиля Беляловна Иксанова. Она много сделала для классного коллектива, всю себя, не жалея, отдавала школе. Сегодня вихрь воспоминаний уносит нас все дальше и дальше. Каждый вспоминает яркие моменты школьной жизни, ведь тогда кипела бурная, яркая, многогранная жизнь сплоченного класса. Уже повзрослевшие девочки и мальчики с чувством ответственности готовились к вступлению в комсомольскую организацию. Ведь тогда, чтобы стать комсомольцем, нужно было доказывать делами, что ты достоин этого звания. Бесчисленное количество мероприятий один за другим всецело поглощали учеников в интересную общественную жизнь. Вспомнить только фестивали 15 союзных республик, жизнь пионерского отряда имени Валентина Котика, тимуровские команды, которые реально помогали ветеранам и людям старшего поколения, спортивные соревнования, олимпиады по предметам, смотры строя и песни, дни пионерской организации, которые проводили около большого костра с песнями, информационные политчасы,
Учащиеся пропадали в библиотеках, передавая из рук в руки самые интересные книги. Работали на колхозных полях и в школьном саду, в летних лагерях труда и отдыха при школе с ночевкой. Столько юношеской романтики и детского счастья. Все, конечно, не перечислить. Любое мероприятие проходило на высшем уровне. Зайтуна Анваровна Джалилова, преподававшая историю, стала классным руководителем в 9-10 классе. Позади яркие, насыщенные школьные годы, которые запомнятся на всю жизнь интересными уроками, шумными переменами, веселыми мероприятиями, спортивными состязаниями, праздничными дискотеками, а также общением с потрясающими людьми, учителями, преподавателями. Первая учительница Шафика Зарифовна Ибрагимова, классные руководители Ракибя Яхьевна Альбикова, Найля Беляловна Иксанова, учителя-предметники, русский язык и литература Козлова Татьяна Васильевна, Аввясова Галина Алиевна, Габайдуллина Рафика Шайдулловна, Шамардина Таисия Васильевна, математика, алгебра и геометрия, Альбикова Ракибя Яхьевна, Хасанов Мансур Каюмович, Мухаммедзянова Флёра Садриддиновна, Батраева Найля Ахтямовна, Фатхуллин Касым Абдуллович, татарский язык и литература Иксанова Маги Идрисовна, немецкий язык Бигбаева Адиля Алимжановна, Фазлова Аравиля Люкмановна, химия Ишуков Камиль Резванович, Аминова Бибинур Атаулловна, география Сайфуллин Фаттах Тагирович, Хамзина Акиля Сафовна, история Джалилова Зайтуна Анваровна, Юмангулов Шамиль Ахмадиевич, обществоведение Габайдуллин Габдулла Вали Ахметович, биология Иксанов Гильман Сабирович, Аминова Бибинур Атаулловна, физика Заитов Камиль Абдрашитович, Хайров Камиль Якубович, Умяров Ренат Якубович, черчение и рисование Иксанова Найля Беляловна, НВП Шарипов Миасар Резванович, пение Иксанова Месюда Ибрагимовна, труд Аминов Фатих Искандарович, физкультура Арифуллин Абдрашит Сайдалимович, пионервожатая Янгунаева Раиса Ахмеджановна. К сожалению, большинства из названных учителей среди нас уже нет, но выпускники 1976 года помнят каждого из них без исключения, любят и ценят, выражая огромную благодарность за их бесценный труд. Сегодня все же есть живые свидетели нашей школьной истории, любимые учителя, находящиеся на заслуженном отдыхе. Хочется пожелать крепкого здоровья Иксановой Наиле Беляловне, Джалиловой Зайтуне Анваровне, Хамзиной Акиле Сафовне, Рафике Шайдулловне, Ишукову Камилю Резвановичу, Аввясовой Галине Алиевне, Фазловой Равиле Люкмановне, Заитову Камилю Абдрашитовичу, Умярову Ренату Якубовичу, Иксановой Мясюде Ибрагимовне. Güzel bir mizgili Xatirimde menim bugünde Kolga tutup şeşek beylemlere Kelgen günüm böyle miline Qanqıravlı məktəb yıllarına Alıp qayta meni oylarım Oqatuşu apam dəşəsin
düşüntürüş Unutma sen tuğan tilini Kıngıravlı mektep yıllarına Alıp kayta meni oylarım Okutuşu opam deşesim on Ullarım siz menim kızlarım Kıngıravlı mektep yıllarına Alıp kayta meni oylarım Okutuşu opam deşesim on Ullarım siz menim kızlarım Okutuşu opam deşesim on Ullarım siz menim kızlarım Ullarım siz menim kızlarım Самое время сейчас окунуться в воспоминания. Галия Тимаева и Райля Денюшева рассказывают о замечательном событии – недельном походе на Белое озеро. После 7 класса под руководством классного руководителя Найли Беляловны Иксановой и учителя математики Мансура Каюмовича Хасанова собрались мы в поход на Белое озеро, что находится в Николаевском районе. С утра пораньше, в боевом духе, что было присуще всегда нашему очень дружному классу, решили идти туда пешком. Однако, пожалев нас, выделили грузовую машину, которая довезла до Просковьино. А дальше снова тронулись в путь своим ходом. Несли свои нехитрые пожитки, где была еда, кто-то нес футбольный мяч. Шли долго, а Белого озера и не видать. Конечно, очень устали, но снова нам улыбнулась удача. Видимо, пожалев уставших детей, возле нас остановился автобус. Кто-то в припрыжку начал садиться, позабыв, что договорились идти, а не ехать. Но об этом нам напомнил Мансур Каюмович и ни в какую не хотел садиться в автобус. Хор уставших детей все же уговорил проехать еще один участок на автобусе. Дальше снова пешком. Добрались усталые, но безмерно счастливые. Разместившись в домиках и палатках, готовили еду на костре, пели переделанные песни, катались на лодке. Вечерами сидели около костра, распевая песни, рассказывая разные истории. Это было незабываемо. На обратной дороге шли весь путь пешком. По дороге спасли котенка, безжалостно выброшенного на поле. Шли долго. По пути ночевали около деревеньки и в палатках в лесу. Жгли костры, снова готовили еду. Играли в футбол, разделившись на 2 команды. Отдав все силы на игру, девочки победили. Скорее всего, мальчики уступили нарочно. Они у нас джентльмены. От похода остались самые яркие впечатления на всю оставшуюся жизнь. Помнится, когда палатки поставили, пришли какие-то деревенские пацаны. Найля Беляловна испугалась за нас, девочек. Они загнали нас в палатки и запретили выходить. Пуще зенитного ока берегли детей. Очередное воспоминание поступило от Фаузии Талиповой. Рассказывает она о поездке в город Ульяновск, организованной учителем географии Сайфуллиным Фаттахом Тагировичем. После 6 класса на грузовой машине ГАЗ-51, оборудованной скамейками, любезно выделенной колхозом «Рассвет», мы отправились на экскурсию в Ульяновск. С нами поехал Фаттах Тагирович Сайфуллин и Татьяна Васильевна Козлова. По пути нас остановила ГАИ. Нашли какую-то неисправность, хотели развернуть обратно, но пожалели нас детей. Водитель Забиров Кабирова очень долго ремонтировал машину, и мы вновь тронулись в путь. На месте нашей стоянки, это было хорошо видно из кузова машины, осталось большое белое пятно от скорлупы яиц, что нам дали с собой в дорогу. В Ульяновске нас поселили в интернате на улице Железной дивизии. Во дворе его поставили машину. Татьяна Васильевна куда-то отлучилась, и мы стояли на улице. Там проходили люди, а мы со всеми здоровались, как у себя в деревне, и некоторые люди от нас шарахались. Очень хорошо помню экскурсию в Ленинский мемориал. Запомнилась там огромная карта, где автоматически загорались лампочки. Были в доме-музее усадьбе Ленина, в краеведческом музее,
где запомнились чучела птиц и животных, обитающих в нашей области. Также спускались по большой лестнице в парк Дружбы народов. Ходили в кино, в кинотеатр «Современник». В фойе или на открытой веранде сидели и ели мороженое. Наверное, многие впервые в жизни. Домой привезла гостиниц, булочку с маком. Низкий поклон нашим учителям, которые делали для нас возможное и невозможное. Дружественная встреча «Огонек». Яркими впечатлениями делится Халида Бариевна Ягудина. Наш 8 Б-класс пригласили к себе на «Огонек» наши сверстники из села Верхняя Терешка. Готовились к этой поездке заранее, так как была объявлена тема встречи диспута «Что такое дружба?». Это был субботний день. Нас встретили большим караваем у входа. После экскурсии нас посадили за праздничные столы. Сначала состоялся диспут. Обсуждали разные виды дружбы, ситуации из жизни, задавали вопросы класс к классу. В целом получилась интересная встреча. Незабываемо было и чаепитие с разными явствами. И, конечно, игра «Ручеек дружбы», которая перешла на танцы. Было заранее оговорено, что мы будем ночевать у вновь появившихся друзей. Нас разобрали по домам, и хозяева встречали праздничным ужином. Сердце переполнено благодарностью жителям села Верхняя Терешка. Ночью шел проливной дождь. На следующий день, воскресенье, мы должны были возвращаться домой. Нас проводили с почестями. Тронулись в путь пешком по бездорожью, по грязи, но настроение было отменное. А эти воспоминания уже из общей переписки. Артисты, иначе как же нас было назвать? В ансамбле «Яшлек» были в основном девушки, ездили по району с выступлениями. Однажды из-за застрявшего в бездорожье автобуса пришлось переночевать в Старой Яндовке, откуда на помощь и приехал трактор. Все эти воспоминания живы по сей день. Давайте посмотрим, как сложилась жизнь этих удивительных людей. Абушаева Равза, сестра милосердия. В 1980 году успешно закончила Ульяновский медицинский колледж по специальности фельдшер. 10 лет работала в Старокулаткинской районной больнице фельдшером скорой медицинской помощи. После перевелась медсестрой в терапевтическое отделение в больницу родного села и проработала до пенсионного возраста. После выхода на пенсию переехала в город Ульяновск. В настоящее время работает в охранном предприятии «Атлан». Любимым предметом в школе был немецкий язык, которую преподавала всегда жизнерадостная учительница Фазлова Равиля Люкмановна. Родной школе желает процветания и много-много выпусков. Учителям здоровья, творческой энергии, вдохновения, терпения и мужества, удовлетворения от работы. Одноклассникам желает душевного спокойствия и добра, передает огромные слова благодарности за память и за дружбу. Асия Абдрашитова, сестра милосердия. В 1980 году успешно закончила Ульяновское медицинское училище по специальности фельдшер-акушер. Начала трудовую деятельность в медсанчасти города Ульяновска фельдшером в скорой помощи. Потом перевелась на родину в Старокулаткинскую районную больницу фельдшером скорой помощи. Вышла замуж, родила 2 детей и переехала вместе с семьей на крайний север, на Чукотку. Прожили там 15 лет. После этого приехали с семьей на постоянное место жительства в рабочий поселок Новоспасское. Работала в ЦСО по своей специальности. После перевели заведующей медкабинетом. Продолжает работать по сей день. Асия счастлива среди своих детей и 4 внуков. Передает огромные слова благодарности за память, за крепкую классную дружбу. Алмакаев Расим. О себе Расим пишет так: «Повезло, что после школы поступил в учебное заведение сразу. Учился 6 лет. По его мнению, это было самое счастливое время. Женился в конце 6 курса.
жена из той же группы. По направлению работали в Саратовской области, потом в городе Самаре, в Ульяновской области. В настоящее время живут в Казани и работают по своей специальности. 2 детей уже устроены, 2 внуков, девочка и мальчик. Старшему 13 лет, живут в Подмосковье. Сын с женой в Казани живут отдельно, но часто приезжают в гости. В последние 15 лет Расим начал учиться при мечети, поступил в Российский исламский университет на заочное отделение. 6 лет учился, получил диплом бакалавра служителя мечети. Продолжает учиться в медресе на вечернем отделении. Саджида Альбекова по окончании школы была направлена по путевке на работу во вновь созданную комсомольскую бригаду из девчат, в основном из нашего класса. Работали в швейном цеху Среднетерешанского филиала от Атлашского промкомбината. Проработала 13 лет, вышла замуж, родила дочку и сына. Потом проработала в Среднетерешанской участковой больнице 20 лет, оттуда вышла на пенсию. Является счастливой бабушке прекрасной внучки. Любимым занятием стало помогать людям в самую трудную минуту. Соблюдая каноны и исламские традиции, на пути Всевышнего Аллаха совершает благие дела. Любимым предметом считает химию, помнит уроки Ишукова Камиля Рызвановича, их незабываемые опыты. Саджида, вспоминая школу, говорит, что с классом много трудились на ее стройке. Приходилось выполнять разную работу. Иногда уставали, но никто не жаловался. Успели проучиться в новой школе всего несколько месяцев. Сурья Рифуллина росла трудолюбивой в дружной многодетной семье. По окончании школы начала трудовую деятельность в родном селе в комсомольской бригаде в швейном цеху. Потом 16 лет работала в Сызрани на заводе «Сельмаш». Ей поручали самые ответственные участки, ибо видели настоящую труженицу. Вышла замуж, родила и воспитала сына. В связи с сокращениями в постперестроечный период вернулась на малую родину. Работает социальным работником по сей день. Помогает и скрашивает жизнь старшего поколения. Сурья – счастливая бабушка внуков Самата и Ильяса. О своей родной школе говорит: школа была настоящей школой жизни. Румия Арифуллина после школы училась в Меликесском сельскохозяйственном техникуме, получила специальность бухгалтера. Всю жизнь работала по специальности в разных организациях. Трудовой стаж составляет более 35 лет. Замужем. У Румии 2 сына. Один живет в селе Средняя Терешка, а другой в городе Кузнецке с семьями. Сейчас Румия на пенсии, отдыхает и живет в рабочем поселке Старая Кулатка. Сажает огород, увлекается цветами, с большой любовью вспоминает свою школу и свой самый лучший дружный класс. Благодарит всех своих учителей за прочные знания. Своим любимым предметом в школе называет немецкий язык. На одни 5 училась, вспоминает с благодарностью. Ренат Атауллин. Свои школьные годы Ренат вспоминает с особой теплотой. После школы закончил Рязановский сельскохозяйственный техникум. Долгие годы работал по специальности в организации сельхозтехника. Ныне живет и работает в рабочем поселке Старая Кулатка, заведующим хозяйством районной больницы. Женат. В дружной семье выросли сын и дочь. Они создали свои семьи и подарили 2 внуков. Рафаэль Бахтияров. После окончания школы поступил в СПТУ и получил 2 специальности – электрика и шофера. По комсомольской путевке был направлен на строительство авиационного завода в город Ульяновск. Проработав 3 года, уехал в Азию, жил и работал. Однако родные края манили Рафаэля с каждым днем все сильнее. Он возвращается на малую родину в село Средняя Терешка и организует строительную бригаду по найму, оказывает услуги по строительству. Женился, с супругой воспитывает дочь, которая живет и работает в Москве. Рафаэль переезжает с семьей в совхоз «Лава» Новоспасского района, работает шофером-трактористом. В постперестроечный период уезжает на север и трудится в нефтяной компании вахтовым методом. На пенсию Рафаэль уходит в 2016 году с нефтегазовой организации Новоспасского МГТУ, проработав шофером-машинистом. По сей день живет с женой в селе Лава, ведет свое хозяйство.
Рейся Бахтиярова Суликаева окончила школу в 1976 году. В том же году устроилась на работу в Староотлажский филиал швеей и мотористкой. Одновременно и училась, получила 3-й разряд. В 1978 году уволилась по собственному желанию, устроилась на работу строительства КРС. В 1982 году работала в пищекомбинате, сначала маляром, а потом перевелась в винный цех, также работала и в консервном цехе. В 1984 году уволилась в связи с изменением места жительства. В 1984 году в июле устроилась в Старояндовский сельский дом культуры художественным руководителем. Через 4 месяца стала директором сельского дома культуры. В 1987 году уволилась по семейным обстоятельствам и переехала в Старую Кулатку. Устроилась в типографию, сначала наборщицей, спустя время стала печатником. Работала в этой сфере с 1987 по 1998 год. Уволилась с закрытием предприятия, так как газета начала печататься в Ульяновске. Потом устроилась работу на мясокомбинат, где проработала до пенсии. Является матерью 3 детей. Старший сын Фаиль и 2 дочери Эльвира и Зульфия. Счастливая бабушка. У нее 3 внучки и 2 внука. Нурия Арифуллина. После школы сразу начала трудовую деятельность, работала учетчицей в колхозе «Рассвет». Работала швеей в филиале швейного цеха. Долгие годы трудилась в Среднетерешанском пищекомбинате, вплоть до закрытия. Потом устроилась помощницей пчеловода. Сейчас на пенсии. Замужем, вырастили 2 дочек, у Нурии 6 внуков. В настоящее время живет с мужем в селе Верхняя Терешка. Изиля Бекбаева-Салимова. После окончания школы поступила в Барышский техникум легкой промышленности. Училась и работала одновременно. Получив диплом технолога, работала там же. Вышла замуж и переехала на малую родину в село Средняя Терешка. Устроилась на работу по специальности в филиал швейного цеха промбыткомбината. С супругом воспитали 2 сыновей. Они женаты, с семьями живут в городе Казани. Изиля счастливая бабушка 2 внуков. Дети часто приезжают к маме. Будучи на пенсии, она ведет свое хозяйство, занимается огородом. Школьные годы оставили неизгладимые впечатления. В памяти возникают уроки, самые разнообразные мероприятия, работа тимуровской команды, постоянные субботники, так как шло строительство новой школы, дружба и первая детская школьная любовь. Любимым предметом Изили была математика и физика. Она прекрасно знала предмет, помогала одноклассникам в подготовке домашних заданий по этим предметам. Ко всем учителям относилась с уважением, благодарна родной школе за крепкие знания. Нурия Бекбаева. По окончании школы поступила в Сингелеевское педагогическое училище. Получила специальность учитель начальных классов. Была направлена на работу в Радищевский район. Вышла замуж, уехали всей семьей в Узбекистан. А оттуда по путевке поехали на БАМ, Байкало-Амурскую магистраль. По завершению строительства вновь вернулись назад. У Нурии 2 дочери и 4 внучки. Сейчас живет в городе Ульяновске. Любимый предмет – география, и учитель географии Сайфуллин Фаттах Тагирович, который проводил экскурсии, опыты, организовал поездку в город Ульяновск с целью ознакомления достопримечательными местами. Это было незабываемо. Родной школе желают успехов и процветания, учителям терпения, а одноклассникам счастья и здоровья, что важно в наши годы, бодрого настроения. Фарида Бермелеева после окончания средней школы поступила в школу поваров в город Сызрань. На следующий год поступила в Куйбышевский техникум советской торговли, технологическое отделение. Работала поваром-бригадиром, заведующим производством. Вышла замуж, переехала в село Верхняя Терешка, где живет по сей день. Муж Бектиев Рафать – мастер леса. Здесь она работала продавцом в магазине, затем до пенсии начальником отделения почтовой связи. Вырастили 2 сыновей, растут 3 внуков. В ближайшее время ожидают 4-го. Ну а школьные годы для нее, как и для всех, наверное, самое лучшее, беззаботное, счастливое, интересное, незабываемое время. Любимые предметы – русский язык, литература и черчение. С большой благодарностью вспоминает Татьяну Васильевну, Рафику Шайдуловну, Галину Алиевну.
Очень уважала Камиля Резвановича Ишукова, несмотря на то, что он был очень строгим. По ее словам, классные руководители Найля Беляловна, Зайтуна Анваровна старались, чтобы класс всегда и везде был первым. Молодыми были, работу свою любили. Очень жаль, что ни разу не встретились после окончания школы. Конечно же, никогда не забывала свою первую учительницу, Шафику Зарифовну. Только став взрослыми, поняли, как же тяжело было ей с ними, ведь их было так много. Азгат Габайдуллин. Азгат после школы поступил в Казанский государственный медицинский институт. После окончания института был направлен в Старокулаткинский район. В родном районе проработал до июня 1985 года главным государственным санитарным врачом. С 1985 по 1993 годы работал в санитарной службе города Казани. В 1988 году принимал участие в ликвидации аварии Чернобыльской АЭС. В 1993 году был приглашен во вновь созданное Министерство охраны окружающей среды Республики Татарстан создавать лабораторную службу. В 1994 году был назначен первым заместителем министра и проработал на этой должности до 2003 года. С 1999 года по 2002 год без отрыва от работы учился в Российской академии государственной службы при президенте России. Ему присвоен классный чин – действительный государственный советник первого класса. После реорганизации министерства с 2003 по 2014 год проработал заместителем руководителя, аудитором в российских и международных организациях по сертификации систем качества. В декабре 2014 года был приглашен в Республиканский центр крови Министерства здравоохранения Республики Татарстан на должность заместителя руководителя по качеству, создавать систему безопасности при заготовке компонентов крови, где продолжает работать по настоящее время. Женат, жена-врач, в настоящее время на пенсии. Вырастили сына, который пошел по стопам родителей. Он женат. Азгат – дедушка 2 внуков. Фарида Гилазиева-Ягудина живет в Самаре. Работала 24 года в столовой и 15 лет на заводе уборщицей. Общий стаж 40 лет. Была замужем за Фатихом Ягудиным. К сожалению, сегодня уже его нет. В браке у них родились 2 сына. Оба женаты. Подарили маме по одному прекрасному внуку. Старшему внуку Радику уже 18 лет. Младшему Тимуру 8 лет. Рафат Демюшев. После окончания школы был призван в ряды вооруженных сил СССР. Отслужив 2 года срочной службы, продолжил службу по контракту. В 1982 году окончил Пермское высшее военно-командное училище. В 1997 году окончил Московскую военную академию. Служил на различных должностях. В 2001 году уволился в запас в звании подполковника. Имеет ряд государственных и правительственных наград. Женат, жена Ольга. У них 3 детей. Сын Ренат, дочери Оксана и Ксения. Рафат – счастливый дед 6 внуков, 3 внучки и 3 внука. Проживает в Московской области. Рафат у нас истинный патриот своей малой родины. Ведет большую исследовательскую работу по восстановлению судеб воинов Великой Отечественной войны своего родного края. Рафат Тагирович в 2020 году издал историко-библиографический иллюстрированный справочник «Ради жизни на земле» по судьбам ветеранов Терешанского сельского поселения. В своей первой книге описывает имена и судьбы воинов, уроженцев сел Средняя Терешка, Новая Терешка, Верхняя Терешка и Кирюшкина, сражавшихся за свободу Родины на фронтах в годы Великой Отечественной войны. Автор благодарит всех участников в реализации этого проекта за организационное и информационное содействие. Вышла также еще и 2-я книга «Не ради славы, а ради жизни на земле», со списками воинов-уроженцев Республики Татарстан, погибших на территории Калужской области в годы Великой Отечественной войны. Первый экземпляр составитель книги подарил президенту Татарстана Рустаму Минниханову. И 2-м крупным проектом стала реконструкция мемориального комплекса в селе Средняя Терешка и благоустройство территории обелиска. Поставлен бюст Герою Советского Союза Вильдану Саидовичу Хабиеву. Также уже готовится бюст в селе Кирюшкино Герою Советского Союза Аипову Махмуту Иладжевичу. Односельчане по праву гордятся своим земляком, благодарят его за все благие дела и желают ему здоровья и процветания.
Райля Денюшева. После школы училась в школе экономики и права, получила специальность бухгалтера. Вышла замуж и уехала на всесоюзную ударно-комсомольскую стройку в Республику Коми. Родила и вырастила 2 дочек, живут своими семьями, растят внуков. После выхода на пенсию переехали в город Ульяновск. Райля увлекается цветами, с большой любовью вспоминает свою школу и свой самый дружный класс на все времена. Халида Денюшева. После окончания школы поехала работать в город Сызрань. Работала на заводе «Сельмаш» токарем. Вышла замуж, родила 2 сыновей. Потом переехали с семьей в рабочий поселок Новоспасское. Работала в пекарне 20 лет. Позже стала индивидуальным предпринимателем в торговле и проработала 10 лет. Находясь на заслуженном отдыхе, ведет свое хозяйство. В числе любимых учителей первая учительница Шефика Зарифовна Ибрагимова и классный руководитель Найля Беляловна Иксанова. Любимым предметом считает физкультуру и рисование. Фирюзя Ибрагимова. После школы по зову партии была создана целая комсомольская бригада из девчат нашего класса. Она тоже работала в швейном цехе в селе Средняя Терешка. Потом уехала в Самару, училась там на бухгалтерских курсах. Работала 5 лет на складе запчастей в секретном заводе. Вышла замуж, работала в городе Тольятти на ВАЗе. Потом переехали в родное село. Работала секретарем председателя колхоза в пищекомбинате и 10 лет в школьной столовой. В дружной семье выросли 3 детей. Фирюзя – счастливая бабушка 5 внуков. Ныне живет в городе Тольятти. Любимой учительницей была Татьяна Васильевна Козлова. Добрая, но строгая. Любила уроки истории и рисования. Фарида Ибрагимова. После окончания школы поступила в школу поваров в город Сызрань. На следующий год поступила в Куйбышевский техникум советской торговли на технологическое отделение. Работала поваром. Вышла замуж, переехала в родное село, где живет и работает по сей день. Своей профессии осталась верна. Работает поваром в школьной столовой уже многие годы. С покойным мужем вырастили 2 дочерей, растут 3 внука. Вспоминая школьные годы, одноклассники помнят, как отмечали ее дни рождения у нее дома. Было всем весело. Вспоминает школьный лагерь, где жили, работали на практике, как вечерами устраивали посиделки и танцы. Фарида отмечает, что на ее глазах школа растет и меняется. Измайловы. Есть в классе и семейная пара. Детская дружба 2 очень красивых людей переросла в большую любовь. Камиля Азизова и Фатих Измайлов полюбили друг друга со школьной скамьи и создали крепкую семью. Жили в Узбекистане. Камиля работала главным бухгалтером в строительной компании, Фатих – водителем. В счастливом браке в семье выросли 2 детей. Оба очень трудолюбивые, общительные. Потом переехали ближе к малой родине в Балашейку и до выхода на пенсию работали в разных организациях на разных должностях. Красивая пара Измайловых заботится о любимых внуках. Ожидая встречу, вспоминают, как бегали по коридорам школы, дразнили друг дружку, читали романы. С благодарностью вспоминают всех учителей и школу. Хотят узнать и поделиться новостями и приятными событиями, которые произошли в жизни каждого одноклассника. Желают крепкого здоровья и такого же задора души, как в школьные годы. Ильдар Иксанов. Ильдар Гильманович после окончания школы поступил в Казанский сельскохозяйственный институт и успешно его окончил. Отслужив в армии, вернулся в свой район. Работал агрономом в колхозах «Рассвет», «Дружба», «Яшбатыр». Затем продолжил работать в районном управлении сельского хозяйства. С ноября 1991 года и по сегодняшний день работает ведущим специалистом-экспертом в управлении Росреестра по Ульяновской области. Женат, вместе с супругой воспитали дочь Эльмиру. Растет внучка. Семья дочери живет в Казани. Благодарен всем учителям, которые обучали нас и дали прочные знания.
Всем своим одноклассникам желает здоровья, благополучия и всего самого хорошего. Камиля Измайлова, окончив 8-летнюю Новотерешанскую школу, поступила в Среднетерешанскую среднюю школу, по распределению попала в 9 Б класс. После окончания школы училась в Тольятти на крановщицу башенного крана и там же начала работать по специальности. После смерти отца вернулась в свое село, работала в колхозе крановщицей. Вышла замуж за Хасанова Раиса, родила 2 детей, сына и дочь. Работала в филиале Сбербанка контролером. После развала колхоза уехали в город Сызрань. До пенсии работала на сельмаше крановщицей, после вернулись с мужем в родное село Верхняя Терешка. Вырастили 2 детей, которые живут своими семьями. У счастливой бабушки 2 внуков. Любимым предметом была история, а любимым преподавателем Габдулла Валиахметович Габайдуллин. О родной школе говорит огромные слова благодарности и желает, чтобы школа долго процветала. Учителям большого терпения, успехов во всех начинаниях и чтобы бережно хранили школьные традиции. Одноклассникам желает исполнения самых заветных желаний. Фавзия Талипова. После окончания 8 класса училась в швейно-трикотажном техникуме города Сызрани. Получила специальность технолога швейно-трикотажного производства. По распределению отработала 3 года в Архангельске. С ностальгией вернулась на родину на работу в швейный цех, первооткрывателями которого были ее одноклассницы. Выйдя замуж, переехала в рабочий поселок Новоспасское, где и проживает по настоящее время с мужем. 2 детей, Марсель и Юлия, живут своими семьями. Фавзия – счастливая бабушка 3 внуков. Детские и школьные годы одноклассников и друзей вспоминает часто и с теплотой, а своих учителей с уважением и благодарностью за то, что по-настоящему учили и воспитывали бескорыстно, отдавая теплоту души своей. Спасибо и низкий поклон им. Галия Тямаева. Сразу после школы пошла работать. У нее 38 лет трудового стажа. Галия – ветеран труда Ульяновской области. Последние 20 лет работала в родной школе техническим персоналом. Живет сейчас только с мужем, ведут свое хозяйство. Вырастили сына и дочь, которые живут и работают в Самаре. Растят 3 внучек, которые занимаются танцами, музыкой и рисованием. Галия гордится их успехами. Говоря об учителях, отмечает, что любила всех одинаково, и предметы все были по-своему интересны и важны. Про свой класс говорит, что они всегда были первыми, занимали призовые места, были правофланговым отрядом имени Вали Котика. Девиз отряда был «Не тлеть, а вечным пламенем гореть». Хамдия Фазлова. Училась на швею в городе Димитровграде. После училища работала в деревне закройщицей. В 1977 году вышла замуж, переехала в Самару. Работала швеей, заведующей по хозяйственной части. Воспитывала 2 детей. У Хамдии есть внук Тамир, ему уже 17 лет. Учится в речном техникуме. Сейчас она на заслуженном отдыхе. Сания Файзуллина. Окончив 8-летнюю Новотерешанскую школу, поступила в Среднетерешанскую среднюю школу. По распределению попала в 9 Б класс. Последние годы учебы в школе в старших классах оставили неизгладимые впечатления на всю жизнь. Школа дала путевку в большую жизнь. Работала долгое время на мясокомбинате в рабочем поселке Новоспасское. Вышла замуж, родила и вырастила дочь. Сания – бизнес-леди, работает индивидуальным предпринимателем в торговле. В свое свободное время любит заниматься внуками. Халида Юнусова Булатова росла и осталась в родном селе. По комсомольской путевке начала трудовую деятельность в швейном цехе. Работала в сельсовете, в родной школе. Общий стаж 40 лет. Халида – ветеран труда. Замужем, воспитали 2 детей и уже 5 внуков. Живут супруги в родном селе Средняя Терешка.
Ренат Фатхуллин. В этот класс переехал с города Самары, когда учился еще в 5 классе. Вспоминая школьные годы, отмечает, что приняли одноклассники дружелюбно в свой коллектив. По окончании школы проучился в ПТУ и стал работать на заводе в Самаре. Женат, имеет сына и внука. Отмечает, что школьные годы были самым счастливым и беззаботным временем. Вспоминает с удовольствием разные школьные шалости, где никто никогда и никого не предавал. Помогали друг другу в учебе, что греха таить, и списывать давали. Халида Ягудина Усманова, влюбленная в свою первую добрую учительницу Шефику Зарифовну Ибрагимову, пошла по ее стопам. В течение 40 лет работала учителем начальных классов в рабочем поселке Старая Кулатка в школе номер 1. Она отличник просвещения Российской Федерации, ныне на заслуженном отдыхе. У нее 2 детей – сын, дочь и внук Денислам. Живет в Старой Кулатке. Она с большой любовью, вспоминая родную школу, выражает благодарность всем учителям за педагогический талант, за душевную щедрость, за радость открытий, подаренную нам, за колоссальную работоспособность и творческое отношение к своим обязанностям. Каждый из нас хоть раз задавал себе вопрос: а какие годы своей жизни я хочу прожить еще раз? Удивительно, выяснилось, что мы все желали бы вернуть наши школьные годы. Короткие перемены, нескончаемые уроки, как нам на тот момент казалось. Так давайте же соберемся, как в старые добрые времена. Вспомним былые деньки и насладимся этой чудесной встречей. К сожалению, не все дожили до этой встречи. Это наши одноклассники, которых нет сегодня среди нас. Сегодня уже изменившаяся современная школа встречает своих первых выпускников. В стенах учебного заведения на сегодняшний день получают знания 60 учеников. С ними работает 24 педагога, среди которых многие имеют высшую квалификационную категорию. Руководит этим коллективом многие годы Давыдов Камиль Максутович. Учителя и учащиеся школы участвуют в различных конкурсах и олимпиадах, спортивных соревнованиях и занимают призовые места в районе и в области. Школа бережно хранит традиции, внедряя военно-патриотическое воспитание. Создан отряд имени Марата Асадуллина, выпускника школы, героически погибшим в Чеченской войне. Ежегодно меняется облик нашей школы, делается косметический ремонт здания. В этом году планируется замена окон. Ожидаем, что в просторной школе станет в разы теплее, когда пустят природный газ. Мы всегда рады гостям, тем, кто считает нашу школу своей. Верим, что история Среднетерешанской средней школы еще долго будет иметь продолжение. Эти встречи времен изменяют реальность, заставляя года наши вспять убегать. 45 – ерунда, мы вчера лишь расстались, и с улыбкой рассвет побежим мы встречать. На сайте Одноклассники твое узнала фото. Привет, года прекрасные, и снова мне охота полночными бульварами влюбляться до рассвета, стихами и гитарами искать былое лето. Одноклассники, с тобой мы одноклассники. Мы встречаемся и встретим наши праздники. И пускай у нас пути и судьбы разные, одноклассники, мы все же одноклассники.
маршруты жизни так немыслимы. Одноклассники, мы все же люди близкие. Привет, года прекрасные, споем все наши песни. На сайте Одноклассники, с тобой мы снова вместе. Опять она продолжится, пора любви шальная, и молодость не кончится, теперь я точно знаю. Одноклассники, с тобой мы одноклассники. Мы встречаемся и встретим наши праздники. И пускай у нас пути и судьбы разные, одноклассники, мы все же одноклассники. Одноклассники, герои одной повести. Одноклассники, в одном летим мы в поезде. И пускай маршруты жизни так немыслимы. Одноклассники, мы все же люди близкие. Одноклассники, с тобой мы одноклассники. Мы встречаемся и встретим наши праздники. И пускай у нас пути и судьбы разные, одноклассники,